первый успех у нас пришел на Олимпиаде в Турине. Мы начнем и с него. 2006 год, как все понимаем, да, была Олимпиада. И начнем вот первая медаль, которую мы с Алексеем достигли. Второе место в четверке. Небольшой, можно сказать, провал в двойке был. Нам не хватило доли секунды, и мы стали четвертые в двойке. Ну, тогда у нас был провал в технике очень жесткий. Поэтому, собственно, есть как бы на что, собственно... Как мы считали, что это медаль золотым отливом. Да. Потому что она очень дорога нам, потому что было серьезное падение. Машина вышла из строя, мы ее за ночь восстанавливали, чтобы выйти на гонку. И все, что было, мы пытались заклеить, попробовать, чтобы машина привела божеский вид, гоночный вид, потому что аэродинамика была нарушена, и 13 тысячных нам не хватило на финише, чтобы быть золотыми медалистами этой Олимпиады. За 4 заезда это даже не взмах ресниц. За один заезд это нормальная разница. Даже. За один заезд, да. Но не за 4. Следующая Олимпиада была в 2010 году. Поэтому мы привезли также для вас, чтобы вы сравнили, какие были медали в каждой стране. Это была бронзовая медаль, которую мы получили уже в двойке. В Ванкувере была очень напряженная гонка. Мы понимали, что соперники очень серьезные. И единственная наша задача была выиграть все 4 старта, чтобы побороться за призовое место на Олимпиаде. То, что мы с Алексеем сделали великолепно и получили бронзовую медаль, которая тоже очень дорога для нас. Отливом, потому что именно в Новой России это фактически это первая медаль, это вторая медаль, соответственно. Ну и сейчас. Есть самая такая значимая, можно сказать, да? Но они все нам очень дороги, потому что это самое начало нашей спортивной карьеры, и это весь процесс 3 Олимпиад. Ну, это олимпийская медаль Сочи, к которой мы долго стремились, шли, и все-таки мы ее осуществили и заработали эту медаль по заслугам. Как в двойке, так и в четверке мы сделали то, что мы хотели сделать на предыдущих Олимпиадах. Чего-то не хватало, как мы говорили. Где-то удачи, где-то везение, а здесь все собрали. И удачи, и везение, все плюс поддержка. Да. И, конечно, поддержка болельщиков, которая нас просто гнала вниз, и мы не чувствовали усталость в ногах нигде, и поэтому гонка была просто, как по-русски говорят, в одни ворота. В двойке это особенно. В четверке была без шансов. Итак, для справки, в принципе, всего 3 экипажа в мире завоевали вот так за Олимпиаду 2 золота из 2 возможных. Ну, за всю историю бобслея. За всю историю бобслея, да. И мы вписались в эту историю. Сначала это были немцы, сборная Германии, которые фаворит этого вида спорта номер 1 вообще в мировой элите на сегодняшний день. И они очень с уважением и очень трогательно подходили к тому, что мы были очень серьезные соперники именно у себя дома, потому что они видели, что мы делали с ними на чемпионате мира, когда впервые, опять же, в истории мы выиграли в 2011 год у них дома, потому что никто еще в истории Германии за последние 10 лет не выиграл у них дома.